Директор научно-исследовательского центра имени Марии Васильевны Маруневич Ирина Константинова отметила, что программа стажировки была организована с целью внедрения современных и эффективных методик преподавания в образовательных учреждениях Гагаузии. Bu staj programı Gagauzca eğitim sistemi daha güçlü. Программа стажировки была организована для более упрощенной формы преподавания в учебных заведениях. Курсы в Турции предусмотрены национальным планом действий по изучению и продвижению гагаузского языка на 2026-2027 годы. Руководитель службы политик в области межэтнических отношений Министерства образования и исследований Республики Молдова Иван Думиника подчеркнул, что для поддержки развития гагаузского языка предпринимаются конкретные действия. Для нас крайне важно, что поддержка гагаузского языка не ограничилась лишь декларациями, что это мы делаем, а мы имеем реальный опыт, когда преподаватели были там и вернулись, и сегодня вместе с нами. Почетным гостем мероприятия стала генеральный консул Турецкой Республики в Камрате Эда Güç. Eğitime yapılan yatırım bir toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak Инвестиции в образование – это инвестиции в благополучие всего общества. Турецкая Республика придает большое значение сохранению и развитию гагаузского языка и культуры. Мы и впредь будем поддерживать образовательные программы, реализуемые на территории гагаузской автономии. dostluk ve kültürel bağları güçlendirmesine de katkı sağladığına inanıyorum. Советник по вопросам образования посольства Турции в Республике Молдова Ферхат Йылмаз подтвердил готовность турецкой стороны к дальнейшему сотрудничеству в сфере образования и культуры. Bizim için sizin kültürünüzün devam etmesi, nesilden nesile aktarılması çok önemli. Bizler biliyorsunuz kardeşiz. Для нас важно развитие вашей культуры. Мы всегда готовы сотрудничать с Министерством образования. Специалист научно-исследовательского центра Ирина Решелян выразила благодарность за возможность прохождения стажировки. Bu programın süresinde bizlere gösterilen misafirlik. На протяжении данной программы оказанное гостеприимство, преемственность и академическая поддержка чувствовалась. Благодарим Министерство образования, агентство ТИКа, консульство и посольство Турции за оказанную возможность стажироваться в Турецкой Республике. Участники программы поделились впечатлениями от обучения. По словам преподавателя гагаузского языка и литературы гимназии имени Михаила Танасогла села Кирсова Софьи Раковчиной, особый интерес вызвали современные подходы к организации уроков и новые формы подачи учебного материала. Türk Öğretmen Merkezi изучают турецкий язык с Казахстана, с Азербайджана, с Туркменистана, даже вот с Ирана, с Ирака были. Вот как они работают над словом, вот этот метод мне понравился, мы здесь. Но опять-таки мы 45 минут должны успеть и работать словом, и ставить предложения, писать и читать. Преподаватель теоретического лицея имени Савелия Экономова села Этулия Анна Узун отметила, что во время стажировки педагоги не только посещали лекции, но и наблюдали практические занятия по обучению иностранных студентов турецкому языку. С утра были лекции с 9 обычно до 12, затем обед. После этого все мы посещали Тюмерь, там, где практика была. На практике видели, как преподаватели обучали студентов именно с других государств. Преподаватель теоретического лицея имени Валентина Машкова города Чедерлунга Мария Кисеева сообщила, что программа включала 60 академических часов обучения, что соответствует 2 профессиональным кредитам повышения квалификации. Мы должны будем делиться опытом. Все, что мы взяли новое, мы, конечно же, с радостью поделимся с нашими коллегами-учителями. В рамках стажировки педагоги изучали современные подходы к преподаванию языков, участвовали в практических воркшопах. Особенное внимание было уделено развитию коммуникативных навыков и внедрению инновационных образовательных технологий. Культурная программа включала посещение региона Каппадокия, что способствовало расширению профессионального и культурного кругозора участников, а также укреплению гуманитарных связей между Республикой Молдова и Турецкой Республикой. По словам
Ивана Думиники, сегодня гагаузский язык изучают около 17 тысяч детей в Гагаузии, а более 110 преподавателей нуждаются в подобных курсах повышения квалификации. Он поблагодарил турецкую сторону за предоставленную возможность обучения педагогов. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. Новости ГРТ.